Урок чтения у третьеклашек первой столичной школы, пожалуй, любимый. За 40 минут ребята успевают новую тему освоить, заняться скорочтением, поработать над выразительностью и познакомиться с новым автором. И это не считая физкульт-минуток и разминок в перерывах. Зарета Видзижева, педагог начальных классов, работает по своей авторской методике. Она старается доносить материал в игровой форме, чтобы дети лучше осваивали новое, шаг за шагом к успешному чтению. Сегодня дети разбирают стихотворение Тютчева «Весенняя гроза». Веселые задания помогают ребятам развить сообразительность, смекалку и усидчивость. А наш учитель очень хороший. И мне всегда интересно, что будет на следующем уроке. На этом уроке я узнала нового автора и как правильно читать стихи. Надо читать их выразительно и громко. Этот стих Тютчева у меня вызвал весеннее настроение, что как будто бы сейчас у нас весна. В профессии Зарета 5 лет, успела выпустить 1 класс. Отдает себя детям без остатка, потому что не может иначе. Педагогика – ее призвание. Как говорит женщина, преподаватель – это не профессия, а образ жизни. Настоящий универсал, который должен идти в ногу со временем, чтобы всегда быть на одной волне с учениками. На своих уроках чтения я использую таблицу скоростного чтения, то есть это слоги, которые помогают ребятам ускорить темп. Кроме того, звуковую разминку мы используем. А вообще в учебный процесс я стараюсь вносить постоянно что-то новое, потому что если это однообразие встречается ежедневно, дети начинают скучать, и это мешает учебному процессу. В основном используется игровая форма работы. Это вдохновляет как и меня, так и ребят, и им на уроках интересно. Говорят, что учитель повторяется в своих учениках. Своего наставника, который привил любовь к профессии, Зарета Видзижева всегда вспоминает с теплотой. Обучалась я за пределами республики, в городе Ярославль. И человек, который вдохновил меня на данную профессию, это Дичкова Елена Юрьевна. Она преподавала мне русский язык и литературу и внесла именно те стремление к знаниям и внимательность к деталям, которые я использую сейчас в своей работе. Именно она вдохновила меня на этот творческий путь, и я безмерно ей благодарна. Зарета Видзижева сумела быстро завоевать любовь учеников. Они признаются, на ее уроках всегда интересно, объясняет доходчиво. Она требовательная, временами строгая, но в то же время очень добрая и внимательная. Мы учим стихотворение, развиваем мозг и много чего узнаем. Правильно читать, выразительно, громко, автора. Понравились тебе стихи Тютчева? Мне понравились стихи Тютчева. Мне вызвало весеннее настроение. Как будто сейчас весна. Мне нравится наша учительница, она очень добрая, хорошая, совсем иногда злится, а так хорошая. А почему она злится на вас? Ну, иногда мы себя не очень хорошо ведем. Учитель перестает быть таковым, когда он перестает учиться сам. Зарета всю жизнь в поисках знаний. Говорит, что вразумить всему педагог не в силах, но вот указать верную дорогу – его прямая обязанность, выполняя которую преподаватель может быть спокоен за будущее своих подопечных. Тамара Хашагульгова, Султан Магушков, Новости 24.